республика просто пропитана коррупцией. Все знают, что у нас нарушаются права мыслимые и немыслимые. Ну и теперь обо всем по порядку. Власти Польши хотят депортировать в Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом нашему телеканалу заявил сегодня сам Тумсо. По его словам, миграционные власти Польши вручили ему соответствующие документы. Это означает, что решение о депортации еще не окончательно принято, но выдворить его из страны могут в любой момент. Ранее Абдурахманова уже дважды отказывали в предоставлении убежища. По словам блогера, власти Польши считают, что он угрожает национальной безопасности страны. При этом Польский совет по делам беженцев предоставил защиту семье Абдурахманова. Самого Тумсо на родине ждет уголовное дело, которое он считает сфабрикованным. Тумсо Абдурахманов бежал из Чечни в 2015-м после конфликта с тогдашним руководителем администрации правительства Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов не пропустил его кортеж и был остановлен. Чиновник досмотрел телефон Тумсо и якобы нашел в нем экстремистские материалы. После этого, по словам, собственно, самого блогера, его неоднократно насильно удерживали в доме Ислама Кадырова, угрожали. Подробнее об истории чеченского блогера в нашем сюжете. 5 лет назад Тумсо Абдурахманов бежал из России в Грузию из-за преследования чеченских властей. Там политического убежища ему не дали, и через полгода Абдурахманов нашелся уже в Польше. Его видео в YouTube набирают сотни тысяч просмотров. Практически все это МВД по Чеченской Республике состоит из вот таких вот преступников, которых Кадыров покрывает. Потому что Кадыров – это руководитель банды, а у банды нет таких понятий, как преступник, плохой или хороший. У них есть понятие «свой» и «чужой». Между тем, в Чечне против блогера возбудили уголовное дело. В МВД республики утверждают, что он прямо сейчас участвует в войне в Сирии в рядах группировки «Исламское государство». При этом чеченский телеканал ЧТРК «Грозный», который подконтролен главе республики Рамзану Кадырову, несколько раз опровергал эту версию. К примеру, вот отрывок одного из сюжетов местного телевидения, в котором журналисты утверждают, Тумсо Абдурахманов находится в Европе, а не в Сирии. Сбежав на Запад и найдя себе хозяев, Тумсо активно, но неуклюже клевещет на руководство республики, оскорбляя достоинство ее жителей. Судя по его активности, горе-блогер старается решить свои финансовые проблемы. В августе Тумсо Абдурахманову позвонил спикер чеченского парламента Магомед Даудов и потребовал не клеветать на чеченские власти. Видео с записью их общения набрало более 2 миллионов просмотров. Позже с таким же обращением к блогеру позвонил официальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Германии Тимур Дугазаев. Через некоторое время в своем YouTube-канале блогер сделал заявление: «Мой билайновский номер попал в руки к кадыровцам». Блогер уверен, сотрудники компании помогли чеченским властям получить доступ к его личным данным. Абдурахманов считает, что таким образом республиканские власти пытаются найти жителей Чечни, которые поддерживают его взгляды. Хочу обратиться ко всем, кто, возможно, был со мной на связи по этому российскому номеру или, может быть, как-то его знал. Ни в коем случае туда не пишите. Этот номер находится сейчас у них в руках. Особенно это касается тех людей, которые живут в Чечне или в России, или сейчас находятся. Наш телеканал обратился к чеченским властям по этому вопросу. Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров ответил, цитата: «Я про это вообще ничего не знаю». Ну и мои коллеги сегодня спросили у самого Тумсо Абдурахманова, что он думает о возможном выдворении из Польши. Блогер уверен, что в России помимо уголовного преследования его ждут пытки. Польская власть признала, что мне угрожает опасность. И на основании этого было дано убежище моей семье. То есть в самом решении об отказе указано, что мне действительно угрожает опасность при возвращении на родину. Но в то же время я признан угрозой, поэтому они считают, что из двух зол они выбирают наименьшее. Для них наименьшее зло — это пусть меня там убьют, но я не буду вот этой вот мнимой опасности представлять здесь. По прибытию в Россию меня сразу же арестуют. Меня арестуют и отправят в Чечню.
в руки Кадыровых, потому что уголовное дело возбуждено именно в Чечне. На вот этот вот возможный вариант депортации. У меня нет никаких планов, кроме того, как побыстрее уйти из этой жизни, в таком случае сделать все возможное, чтобы быстро умереть и не испытывать вот эти все зверства, эти пытки на себе, это всего не испытывать. Конечно, план будет только такой тогда. Нет в этом никаких сомнений. После моей деятельности, разоблачающей все их преступления, я уверен, что у них очень серьезный зуб на меня, они меня ненавидят просто, и они будут такие изуверства надо мной испытывать, всякие новые ноу-хау в этой пыточной системе. И я не хочу быть этим подопытным кроликом и на себе это все испытывать. Тут еще стоит отметить, что в 2016 году Тумсо не дали убежище и в Грузии. Тогда наши коллеги из редакции «Кавказ Реалии» ознакомились с текстом отказа. По их данным, предоставить статус беженца ему грузинские власти не могут. И далее процитирую: «в связи с наличием значительных обстоятельств, противоречащих интересам страны». Почему и Польша считает его угрозой для нацбезопасности, пока не ясно. Мы отправили запрос в Министерство внутренних дел с просьбой объяснить, почему Польша намерена его депортировать, и ждем ответа. Но ранее русская служба BBC ознакомилась с решением польского суда, где говорится, что Тумсо может быть вооружен и опасен. Ну а также известно, что в международный розыск в Интерпол его подавала Германия. Чтобы понять, почему депортация в Россию для чеченцев иногда заканчивается трагично, вспомним один показательный случай. Уроженца Чечни Азамата Байдуева после нескольких месяцев обсуждений этим летом власти Польши выслали из страны. Уже через день после его прибытия на родину, в Чечню, мужчину задержали, обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях. Утверждают даже, что он дал признательные показания. Сейчас, по словам правозащитников, к нему не допускают ни родственников, ни адвокатов. Почему страны Европейского Союза выдворяют чеченцев, заведомо зная, что в России им грозит опасность, мы спросили сегодня у правозащитницы, председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной. Почему это происходит? Потому что в Европе изменилось отношение к чеченцам. И, видимо, Европу кто-то убедил, что все в порядке, что действует законность. Во-первых, все заняты сирийцами, это понятно, что Европа перегружена мигрантами и беженцами, это совершенно очевидно. Но, конечно, количество находящихся там чеченцев не так велико по сравнению с этими миллионами. Совершенно незаслуженное обвинение по отношению к Тумсо. Мне надо сказать, далеко не все, мягко говоря, нравится из того, что он говорит сейчас, выступая как блогер. Но при этом, конечно, за это невозможно предъявлять уголовные обвинения, но обвиняют его вообще не в этом. Обвиняют его в том, что он якобы был в Сирии, в то время, когда известно, этому есть доказательства, что он был в другом месте. То есть на самом деле притворяться, что европейские власти верят этим российским обвинениям, невозможно. И принять это за настоящую веру я тоже никак не могу. Я думаю, что здесь присутствует некоторая фальшь, ханжество и желание, знаете, властей договариваться за спиной своих народов.